В очередной день фестиваля бейсджамперы решили покорить Ней. Эту гору так назвали гости в честь башенного поселения, раскинувшегося у ее подножия. Величественные древние боевые башни ингушей вызывают восхищение у всех и являются предметом гордости наших земляков. Но одно дело смотреть на этих каменных исполинов снизу вверх, и совсем другое парить над башнями как птица. У участников фестиваля это получилось в полной мере. Одними из первых прыжки совершают бейсджамперы из Италии. Прыжок получился просто отличным. Это мое первое пребывание в горах Ингушетии. Не скажу, что не боялся прыгать, потому что было очень высоко, но ты паришь как птица, и это самое приятное. Мне очень понравилось. Подъем к точке прыжка, или как его называют бейсджамперы экзиту, порой очень сложен, но ощущение полета между скалами под небом Ингушетии – это ни с чем не сравнимое чувство. У Николая Воропаева сегодняшний прыжок в Ингушских горах далеко не первый. Волнения нет, признается Николай, на своей родине, в своей стране, в окружении сказочных пейзажей хочется парить как можно дольше. Чем прекрасен этот спорт, это не только удовольствие, не только прыжки, это еще физподготовка, потому что в гору, видите, здесь высота 1200 метров, соответственно, это все набирается ногами, вот 3,5 часа ты идешь в гору, отличное развитие, тренировка выносливости. Например, вот мятлам, это прыжок в ущелье, когда мы прыгаем в такую вот расщелину. Таких интересных экзитов я нигде не видел даже в Альпах и в Норвегии, хотя много прыгал где по миру. Именно интересных, то есть, что ты прыгаешь в расщелину и летишь внутри расщелины. Такого очень мало. Цейлом, столовая гора Ний. Помимо этих вершин в Ингушетии еще есть немало точек, с которых можно совершать прыжки бейсером. Раньше экстремалам приходилось ездить в другие страны, чтобы получить дозу адреналина. Теперь, когда практически в шаговой доступности есть свои горы, они готовы сюда приезжать каждый год. Я начал прыгать, мне это нравится, получается, и я прыгаю уже больше 20 лет. Вот. Объяснить почему, сложно. Мне интересно, то есть я путешествую, на самом деле это часть путешествий, часть познания мира, часть познания различных народов. Через бейс я проехал очень многие страны, познакомился с очень многими людьми. Вместе с тем стоит понимать, что в бейсджампинге не обходится и без травм. Малейшая ошибка может привести к непоправимым последствиям, поэтому каждый свой шаг бейсджамперы старательно планируют. На случай непредвиденных ситуаций, например, если кто-то получит травму, здесь всегда дежурят спасатели. يديك الحمد لله زي الظلم دوت يرتشق يلا يديك خيط خضرتها نو ليسلو ديت تنتقل نيسا موج كوكك بحالتي يعني شلتيها كوكك باش تخي بومش تخدي زي فت تخيل اكيات خي سيرجيني полностью حقي حالتي ديالي полностью سن اكيد اشيلي اس через веревку спустить с гор. Помнишь, оказать дух, нет, хабох бьер, хатса бич бобболж бац. Трош бези бич, о хаица берди дел гетма. Но خلب az فقدر يالش نقصن على شو زي وصحل أوجبه صلع أوجبه في حاجة كي ناخج لربلري لقيت تسبولري هني دق خندت حيالات جغالا جير جلامج دير جونج دير هني أشخرت لربلردي أجر جاغا هني شيزرو ميسجا في دال مقلنا الحديقة خان قصة عدين دل حتى قد دال في بوخ بس حبيبيش. Горы Ингушетии с каждым разом только все больше привлекают не только туристов, но и любителей острых ощущений. Наша республика таит в себе еще много неизведанного, и с высоты птичьего полета этот факт становится еще очевиднее. Тамерлан Хамхоев, Рахман Цуров, Новости 24.